Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема будет такой. Понял ли он свою ошибку? Будет ли он ее исправлять? Если тема интересна, если есть у вас такой персонаж, который вас обидел, да, который совершил ошибку, загадайте, пожалуйста, на него, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза, так и спросите: ты осознал свою ошибку? Ты понял, где ты ошибся? И если да, будешь ли ты исправлять? Так, я думаю, что все уже настроились, все мужчин загадали. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, какое у него самомнение. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, мужчина выходит как, не знаю, шут, клоун, дурачок, одним словом. Либо он так себя по жизни ведет, ну, либо он таковым является на сегодняшний день. Вы меня, конечно, простите, но я не буду от вас это скрывать. Хотя я думаю, что вы и сами уже об этом, ну, догадываетесь, а кто-то и убедился, что это именно так. Эгоистичный, самовлюбленный, любит комфорт, любит, чтобы ему, чтобы для него, чтобы хвалили, чтобы восхищались, чтобы его обожали, чтобы он, знаете, как, ну, такой маленький, балованный, капризный ребенок. Вот так вот он мне идет. Поступки совершают, ну, просто безобразные. Безобразные. Он обижает людей, обижает словами, делами, там, шутками, стёбом всяким. И он даже не задумывается о том, что он обидел. А если кто-то обидится, он говорит: о, какой человек плохой, да? Что это ты на меня обиделся, да? Как же так, старик, ну, на кого ты тут перья поднимаешь? Да. Кстати, считает себя очень крутым, считает, что он самый-самый, ну, просто умный. И любая ошибка его, да, любое его фиаско, это не его фиаско, это из-за кого-то, из-за чего-то, но он нет, он не виноват, он жертва обстоятельств. Так, девочки, ну смотрите, у кого-то мужчина совершил ошибку, переметнулся к другой женщине, это я вижу. У кого-то отыграется, что мужчина, ну, действительно как-то очень плохо с вами поступил. И здесь такая обида серьезная. Она прям острой занозой у вас в сердце. Обида могла быть, смотрите, какая. Мог воспользоваться вами. Мог, ну, скажем так, в душу плюнуть. Мог и ударить, и оскорбить мог. Может пытаться еще, знаете, как, либо пытался вас под себя подмять, да, навязать свою волю. Вы все разные, но вот я два основных момента вижу. И тут разные последствия идут. Давайте я начну с тех, у кого мужчина перебежчик, да, такой из постели в постель прыгает. Значит, девчоночки, что произошло? Этот мужчина погнался за соблазнами, за удовольствиями, за какой-то вот, ну, грязь, вот так вот грязь идет. Господи, там что-то нечисто. Ну да, 50% он соблазнился, и есть еще процент, но нечистый. Что-то там в тумане происходит. Там могли подманить, приманить, подсыпать, накормить, напоить. Девочки, ну там какая-то работа была проведена. Вот, чтобы вы понимали. Но 50% с него никто не снимает. Он у вас потребитель, он у вас в поисках новизны и удовольствий.
С вами, ну, пожалуйста, только не обижайтесь на меня, я говорю, как он это все видит, как он это ощущает. Ему было пресно, ему было скучновато. Вы слишком предсказуемая, вы слишком добрая для него, понятная, ну, своя родная. Вот так вы для него идете. С одной стороны, большой плюс, потому что он вам доверял, он был в вас 100% уверен. Но с другой стороны, ну, как бы да, прочитанная книга. Девчонки, знаю, что вам сейчас больно это слышать, но я вам говорю это для того, чтобы вы в будущих отношениях не совершали такие ошибки. Вы слишком ему доверяли, вы рассказывали, делились с ним, ну просто всем на свете. Так нельзя. В женщине всегда должна быть загадка. Не помню, кто из великих сказал, но эти слова, они для вас должны быть вот такими золотыми буквами выбиты, да, где-нибудь там на самой большой стене, чтобы вы каждый день это видели. Правда. Вот как-то совсем вы с головой ушли в любовь, на себя 100% забили, положили, да, и принесли себя как будто бы в жертву ему. Он, конечно, сначала обрадовался, потом сказал: о, спасибочки, а потом наигрался, да, девочки, наигрался, ну что, это правда, наигрался и поскакал дальше. Вот он у вас еще долго, видите, вот по этому рыцарю на такой худой конячке, он долго будет скакать, долго. Ой, даже не знаю, как сказать. Девчоночки, его остановит только какая-то вот болячка. Болячка, я так понимаю, венерическая. И там он задумается. Писю станет жалко, себя станет жалко, задумается, испугается. И это, девчоночки, назад. У него путь идет назад к вам, потому что вы самая приличная женщина, вы самая хорошо воспитанная женщина, вы самая добрая, вы самая любящая. Но кому он еще пойдет? Вы лучше, чем мама, вы понимаете? Вы для него либо относились к нему, либо ухаживали за ним, да, любили его больше, чем его родная мама. Поэтому больной, весь такой растрепанный, опустошенный, не только физически, но и финансово, девчоночки, он идет к вам назад. Сейчас он свою ошибку не понимает, не признает, он даже об этом думать не хочет. Он живет, развлекается в свое удовольствие. Как только его медный тазик накроет, вот тогда он все поймет. Тогда вот прям все осознает, и девчоночки назад поскачет. Но когда он это все будет делать, он уже вам будет не нужен. Почему так говорю точно? У вас другой мужчинка, смотрите, вас поддерживает. Я вижу, что вы очень страдаете. Для вас это такой удар был страшный, это предательство, вот такое отношение. Вы бедненькая, еле-еле, ну, выкарабкались, понимаете, еле-еле, а кто-то еще и не выкарабкался до сих пор. Смотрите, какой к вам мужчина идет хороший, сзади вас будет поддерживать. Я так понимаю, что другом войдет, другом, да, а со временем вы сблизитесь, полюбитесь, и все у вас будет хорошо. Вот. Он даже, смотрите, для вас что-то делать будет, как-то вот на руках будет вас носить, ну, помощь какую-то вам будет оказывать. Кстати, не только вам. Вот если у вас есть семья, ну вот рядом, там дети, родители, вот все за него будут, его все полюбят, и он всех полюбит. Все у вас будет замечательно. А этот, он пропащий, девчонки, он пропащий, он тут, знаете, оторви и выброси, вот так называется. Здесь никаких вариантов я не вижу. Почему? Потому что как только он поправит свое здоровье, он опять поскачет в поисках новых приключений. Вот, поэтому я даже об этом и говорить не буду. Забывайте его, забывайте. Знаете, что его Бог накажет? За вас накажет. За то, что он так с вами поступил. Ему Боженька, такому пропащему мужику, дал такую прекрасную женщину. Господи, что тебе надо? Живи и радуйся. Не, надо ему куда-то скакать, каких-то баб пробовать, да, искать вот этих ярких впечатлений. Он, кстати, у вас еще любит всякие извращения, чтобы вы понимали. Вот, может быть, и на это он еще соблазнился. Он вам не нужен от слова совсем. Плохо свою жизнь закончит, 100%. Так,
Второй момент. Это девчоночки, которых обидели. Ну, тут мужчина, я уже говорила, да, разные могли быть моменты, и ударить мог, и, ну, действительно, вот как-то плохо с вами поступить, вот прям обозлиться на вас мог, там, воспитывать вас мог. Ну, такое отношение, да, типа я мужик, я главный. Он все понимает, он уже все понял. Я даже больше вам скажу, когда он это делал, он тоже это все понимал. Он понимал, и он вас, как знаете, прощупывал. Вот как вы отреагируете. Как вы отреагируете. Если бы вы, кстати, да, вот о птичках, кто-то не первый раз от мужчины вот терпел, ну, не знаю, унижение, что побои, может быть. Девчоночки, у каждого своя ситуация. Вот как не первый раз вы от него это видите. Один раз проглотнула, забыла, простила. Второй раз. И он сказал: так это нормально, да? Живем, дальше продолжаем. И все. А теперь вы против этого всего. Теперь вы этого не хотите. Он говорит: а как же так? А те все прошлые разы. А что случилось? Может, надо было сильнее? Либо ты мне скажи, может, там график какой-нибудь сделаем. Девочки, тут и ваша вина есть. Не надо прощать. Вот с первого раза, как только вдруг, да, не дай бог, там голос только повысил, сразу его, да, куда-нибудь в топку. Пусть посидит, подумает, а потом уже будете договариваться. Прощать такие вещи нельзя. Он у вас просто расслабился. Он понял, что с вами так можно, что это нормально для вас, что вы терпеливая. Ну что, любит, значит, да, терпит, значит, любит. Все будет нормально у нас. Вот. Сейчас вы показываете ему характер. Если раньше вы терпели, то теперь вы показываете ему характер. И он действительно обескуражен. Вот, да, что произошло? Подозревает, что у вас есть другой мужик. Ну, типа, что это она так обнаглела, осмелела. Что это она не бежит просить прощения, да? Либо что это она так обиделась. Он за вами следит, либо какие-то справки о вас наводит. Как только он убедится, что никого нет, что вы по-прежнему, как одна, да, никто за вами не стоит, он испугается. Девочки, он испугается, что это все, что это конец, что вы никогда больше его назад не примете. Он первый пойдет к вам на разговор, он будет вам что-то предлагать. Причем, вот в самом крайнем случае он будет просить прощения за свое поведение, за вот эти свои ошибки. В самом крайнем случае. Если вы его дожмете, он так попросит прощения. Вы еще слово с него можете взять, чтобы он больше никогда этого не делал, либо как вы с ним можете даже как договор какой-то заключить. Если ты хотя бы, не то чтобы сделаешь, хотя бы попробуешь, да, хотя бы намек какой-то я почувствую, то вот так и так будет между нами. Кстати, очень важно это сделать. Это будет его всегда стимулировать, и он будет держать это в голове. Так, что он будет менять? Девчоночки, во-первых, он уже в шоке от того, какая вы. Раньше вы для него были очень уж какая-то простая, понятная. Он думал, что он вас целиком и полностью знает. А теперь видите как? Вы взбрыкнули. И он тоже насторожился. Оказывается, я с ней столько времени вместе был, а я ведь ее не знаю. Ой, а она способна на поступки, она способна и меня послать куда подальше. Вы ему становитесь интереснее. Чем больше вы его будете отталкивать, тем больше вы ему будете интересны, девчонки. В нем, как знаете, инстинкт охотника просыпается, да, добиться вас еще раз, покорить вас еще раз. Хотите оставаться с этим мужчиной, готовы его простить? Все возможно, но на условиях, что вы всегда будете ему еду подавать перченую. Но это так образно говорю, да. Если ваш мужчина не переносит перченую еду, конечно, давать ее не надо. Вы должны быть всегда для него непредсказуемы. Чем больше вы будете его шокировать, чем больше вы будете его удивлять, тем крепче будут ваши отношения, тем больше он будет вам пытаться угодить, услужить, и со всеми вытекающими. Испытывает ли он чувство стыда за свой поступок? Нет, не испытывает. Почему? Потому что это не первый поступок. Понимаете? Если первый раз было, да, тогда ему было стыдно. Но вы же его простили.
Понимаете, он сказал, ну, что это я тут стесняюсь, да? Она же меня простила, значит, это нормально. Здесь, девчоночки, и ваша вина есть. Поэтому хотите быть с ним, миритесь. Он придет, он скоро придет. Может, уже приходил, вы его пока как на голодном пайке держите. Миритесь, но на ваших условиях. И позвольте себе быть госпожой. Не служанкой, не там рабыней, там, кем, гувернанткой, там, просто там, женой, да? Будьте госпожой. Пусть он будет вашим лакеем. Девочки, вот так себя ведите. Либо периодически устраивайте ему такие, ну, взбучки, да. Вот я госпожа, ты лакей, знай свое место. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина любит такое. Мужчина любит, либо втайне мечтает, чтобы у него была госпожа, которая бы его там отшлепала. Да. Так что, девчоночки, все будет. Здесь по второму моменту будет. По первому я вам сказала, забывайте его. Забывайте, пусть идет, куда шел. Будет у вас счастье с другим человеком. А вот по второму моменту здесь вы должны проработать. Но, если честно, я вижу, что вы его любите. Так же, как и он вас любит. В какой-то момент просто не туда повернули. Вы слишком добрая, да? Вы слишком его любите, да? Вы боялись, что вы его потеряете. Поэтому ему и позволили. Но теперь есть шанс все переиграть. Не упустите свой шанс. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.